Так, рассмотрим движение автомобиля за 8 минут. Он максимально будет до 2. Это путь в километрах. Первые 2 минуты двигаться с постоянной скоростью, потом 2 минуты стоит на остановке и возвращается туда, в то же место, откуда выехал, со скоростью в 2 раза меньшей. Значит, это у нас линейная функция. А это угловой коэффициент. B это сдвиг, начальное положение. Изначальное положение, значит, в данном случае у нас он равен 0. Так, посмотрим, как изменяется скорость. Один. Так, скорость – это изменение пути за промежуток времени. S2 минус S1, T2 минус T1. Первый промежуток времени V02, конечное расстояние, пройденное машиной, равно 2 километрам, минус начальное равно 0. Начальный момент путь равен 0. Время также 2 минуты и начальное 0. То есть получается 1 километр в минуту. В этот промежуток времени скорость у нас равна 1 километр в минуту. Ну, чтобы было понятнее, умножим на 60. Верхнюю и нижнюю часть получится 60 километров в час. Следующий промежуток с 2 до 3 до 4 минут. Путь равен 2, время равно 4 минус 2. Так как 0 делить на 2, все равно 0 километров в минуту и в час. С 4 до 8. Какой путь прошли мы с 4 до 8? Конечное равен 0, начальное равно 2 километрам. И все это за 4 минуты. Минус 2 четвертых. 0,5 километров в минуту. Это будет 30 километров в час. Знак минус означает, что движение было в обратном направлении. То есть путь пройден, первая часть пути пройдена 60 километров в одну сторону, и вторая часть также равна 60, но в обратном направлении. Здесь на втором промежутке у нас скорость равна 0, и третий промежуток равен минус 0,5. Вот такой у нас график скорости получился. Теперь рассмотрим этот же график, но при помощи, как он решается, с помощью производной и интеграла на примере вот этого прямолинейного простого движения. Еще раз нарисуем график пути. Для того, чтобы описать нам формулу
уравнение линейной функции для каждого промежутка. Вот на этом промежутке S от t, коэффициент пропорциональности, то есть AT плюс B. На первом промежутке у нас коэффициент равен 1, так как мы за 1 единицу проходим 1 километр, то есть 1t. И сдвига мы не имеем по обеим осям. На этом промежутке у нас функция выглядит вот так. Здесь у нас просто равняется 2. Эта линейная функция равна 2, не зависит от функции, от значения времени. И вот эту часть мы должны узнать, в каком месте он у нас тут пересекется с осью, какой он имеет сдвиг, как угловой коэффициент, какое имеет значение, значит, начальное сдвига по оси, по вертикальной оси S. И он имеет у нас значение, если мы так посмотрим, сколько у нас за 4 единицы, мы на 2 значения. Следовательно, здесь тоже на 4, тоже на 2. Следовательно, имеет вот такой коэффициент 4. Угловой коэффициент, он отрицательный, так как функция наклонена вниз, а не вверх, и имеет значение 1/2. То есть мы 4 единицы, точнее 2 единицы пути на 4 минуты делим, получаем 1/2, значение минус, потому что направлено вниз. T плюс 4, так как в начальный момент t равен 0, а у нас значение уже имеет 4. Проверим. Подставим, например, значение 4. S равно 4, при t равно 4 минус 1/2 умножить на 4 плюс 4. Минус 2 плюс 4 – 2. При равном 8 минус 1/2 умножить на 8 плюс 4. Минус 4 плюс 4 равно 0. Когда у нас время равно 4, путь равен 2. Время равно 8, путь равен 0. Все правильно. Значит, выглядит минус 1/2 эта функция t плюс 4. Запишем все эти значения в виде системы. Первый промежуток s равен t, второй s равен 2, третий s равен минус 1/2 t плюс 4. Здесь запишем промежутки. Когда t меньше или равен от 0 до 2, t от 2 до 4 и t от 4 до 8. Скорость – это производная пути. Формулу производной f от x, если равен x, то производная равна 1. Если f от x равен ax, производная равна a. И f от x
x в n степени, производная равна n умноженное на x, n в минус первой степени. Значит, в данном случае производная пути, то есть скорость, равняется единице, так как переменные у нас без коэффициентов, без степеней. В этом случае, когда у нас нету переменной величины, есть только постоянный коэффициент, то производная равна нулю. И здесь мы умножаем, и t обращается у нас, t в первой степени 1 минус 1, получается, просто остается минус 1/2. С нашими значениями, полученными до этого, совпадает. На первом промежутке равен 1 километру в минуту, на втором промежутке равно нулю, и на третьем минус 1/2, то есть минус 0,5 километров в минуту. Все совпадает. Теперь найдем соответствующее этим значениям первообразное. Первообразное t равен t. Возвращаем назад по правилам нахождения производной. Минус 1/2 t. Тут можно добавить любые числа, которые при нахождении производной у нас обращаются в нуль. И находим интеграл. Первообразная при t равен 2, в смысле конечный вариант, это 2 минус первообразная в начальный момент равен нулю, то есть равен 2 километрам. Здесь 0, так и будет 0 без изменений. Значит, подставляем конечное значение. Минус 1/2 умножить на 8 у нас было в конце промежутка. И минус 1/2 начальный момент времени у нас равен 4. И отсюда получается минус 4, минус 4, минус, минус, то есть плюс 2. Равен минус 2 километрам. Проверим обратное определение. Вот как мы определили пройденный путь с помощью интеграла и как его здесь можно найти на графике скорости. На графике скорости пройденный путь за 2 минуты – это площадь. Значит, 2 умножить на 1 будет 2 километра. Вот первый промежуток 2 километра. Второй промежуток у нас здесь площадь равна нулю, и вот по интегралу тоже 0 километров. И вот это на третьем промежутке у нас площадь имеет значение минус 0,5 умножить на 4, от 8 до 4 будет минус 2. И здесь минус 2 километра в обратную сторону. Мы проверили, рассмотрели движение двумя способами. Если рассмотреть любое такое движение, вас заинтересовавшееся, вот так пошагово, и понять смысл производной и интеграла, будет гораздо все понятнее, и этими знаниями можно будет легко пользоваться при необходимости. Формула интеграла при изменении вот параметра dx от а до b, и оно определяется как первообразное и конечное значение и минус первообразное
начального значения. То, что мы применили при определении первообразной. Зависимость скорости от времени – это первая производная пройденного пути. Ускорение – это первая производная от скорости, либо две производных от пройденного пути. Так как у нас движение было равномерным, у нас ускорение равно нулю. В рассматриваемом случае ускорение равно нулю, так как скорость у нас имела постоянное значение на всех промежутках времени. Хотя реально такого движения не существует в природе, всегда происходят плавные изменения, но мы рассматриваем идеальные случаи.